Сегодня на Назрани состоялось открытие многоквартирного дома для вынужденных переселенцев из Чеченской Республики, пожелавших остаться на постоянной основе в Ингушетии. Дом девятиэтажный, новоселье празднуют 90 семей. В торжественной церемонии принял участие глава Ингушетии. Так, удачно. Рукият Харсиева спустя столько лет ожиданий на открытие дома, где теперь будет жить, в нетерпении приехала задолго до официальной церемонии. В этих 9 этажах женщина пытается разглядеть лоджия, куда, возможно, она в скором будущем станет выходить, чтобы подышать свежим воздухом. Даже вам вот с вами говорить тяжело мне из-за того, что от такой радости. Очень мечтаю находиться, встретить Новый год у себя на квартире. Очень. Это тем более молодишь, да. Новый жилой дом, расположенный в районе 105-го массива Назрани, рассчитан для вынужденных переселенцев из Чеченской Республики, пожелавших остаться на постоянное место жительства в Ингушетии. Дом построен в рамках федеральной целевой программы социально-экономического развития региона. Благодаря ее реализации 90 семей обрели свои собственные квартиры. По такому случаю поздравить новоселов прибыли почетные гости. Хочу поздравить всех вас с таким знаменательным днем, когда человек получает крышу над головой. Это такое событие большое для каждого человека, потому что мы сейчас ехали по дороге, вспоминали события 5-летней давности, 10-летней давности, как было сейчас и как стало вот сейчас и как было тогда. Очень разительные перемены в республике, и дай Аллах, чтобы они дальше продолжались. Глава Ингушетии, в свою очередь, призвал новоселов следить за порядком как в самом многоквартирном доме, так и на прилегающей его территории. Вдобавок, Юнусбек Евкуров посоветовал жильцам безопасности ради выбирать арендаторов тщательным образом, если кто задумается сдать квартиру в аренду. Здесь, в этом комплексе, мы будем создавать управляющую компанию, но будет лучше, если вы создадите свой ТСЖ. Будет лучше, если вы будете хозяевами своего дома. И в этом году в рамках переселения граждан, вынужденных переселенцев, обеспечения жильем, мы эту программу завершаем. Вот за этими домами стоят там порядка 10 домов, куда мы будем доселять полностью всех жильцов до конца этого года. Первые ключи от новых квартир почетные гости лично вручают 6 многодетным семьям, которым тут же сделали особенный подарок от Министерства России по делам Северного Кавказа. И ценный подарок телевизор получает Пугоев Алихан Идрисович. Самый торжественный момент перерезания красной ленточки оттягивать не стали, уж слишком холодно на улице. В церемонии принял участие и один из новоселов. Алихан Пугоев, владелец 4-комнатной квартиры под номером 46, новоселье решил отпраздновать сразу же, пригласив всех желающих на праздничное чаепитие. Здесь будет жить вся семья Пугоевых, а мама Алихана по такому случаю даже приготовила национальные блюда. Для нас это очень важно, нам очень приятно, что у нас такие почетные гости, из Москвы гости, и наш глава республики здесь. Глава республики в сопровождении почетных гостей лично оценил условия в новеньких апартаментах и сделал несколько замечаний. Спешит к своей квартире и Алиса Арсамакова. Волнение женщины не дает ей с первого раза открыть дверь. Ключ предательски не попадает в замочную скважину. Бисмиллахи рахмани рахим. Ой, какая прелесть! Ой, надо же! С 96-го года на протяжении ровно 20 лет, покинув город Грозный, Алисе постоянно приходилось думать о месте жительства. Чемоданное настроение всегда ее угнетало. Поэтому, получив ключи от своего дома, не будет тянуть времени для переезда. Я уже и мебель все заказала. Должны в январе мне привезти мебель. Вот здесь кожаный диван будет, вот здесь стенка. Здесь-то много не поставишь в однокомнатной. Вот здесь столик будет. Ну, красота будет, Нима, это я обещаю. В однокомнатной квартире, где она теперь будет жить, есть 2 балкона, установлен котел и новенькая газовая плита. Мне не верится, что это мое. Клянусь, не верится. Честное слово, не верится. Мне кажется, это как сон. Как будто сон это. Слава Аллаху, слава Аллаху. В 9-этажном доме квартира от 1 до 4 комнат.
Для удобства перемещения по высотке предусмотрен лифт, а на улице благоустроена детская площадка для самых маленьких жильцов и небольшой сквер, где будущим летом под тенью посаженных деревьев будут отдыхать полноправные жильцы нового дома. Залина Могушкова, Рамзан Миржоев, Новости 24.